Австралийский институт стратегических исследований сообщил о том, что китайские власти построили в уйгурском регионе 380 концентрационных лагерей, в которых содержатся миллионы уйгуров и других тюрков. Кроме этого, институт выяснил, что в регионе продолжается строительство новых секретных центров содержания под стражей. Китай утверждает, что после обучения уйгуры и другие мусульмане не испытывают проблем с адаптацией к обществу. Последний доклад института содержит неопровержимые доказательства того, что Пекин продолжает строительство учреждений, схожих с тюрьмами строгого режима. Для определения точного местоположения лагерей Международный центр кибербезопасности при Институте стратегических исследований использовал спутниковые снимки региона. В заявлении сотрудника центра Натана Рузера отмечается, что в регионе имеется около 400 лагерей и продолжается строительство как минимум 74 новых учреждений. В среду Палата представителей США одобрила закон о раскрытии информации о принудительном труде уйгуров. За проголосовали 229, против 187 представителей. Это очередной законопроект о принудительном труде уйгуров и других тюрков, принятый Палатой представителей за 2 дня. Проект резолюции, который был предложен на голосовании на Генеральной Ассамблее Палаты представителей 22 сентября, был одобрен 406 голосами за против 3. Закон об обязательном раскрытии информации о принудительном труде уйгуров, предложенный федеральным представителем Демократической партии Дженнифер Векстон, включает в себя проверку и раскрытие информации об американских компаниях, их связей с трудовыми лагерями и коммерческих операций в уйгурском регионе. Администрация США обвинила Китай в распространении коронавируса нового типа, что вызвало ожесточенные ссоры между послами двух стран при ООН. Конфликт между США и Китаем произошел на заседании Совбеза ООН, на котором лидеры обсудили вспышку вируса в Китае и процесс восстановления после пандемии. Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт заявила, что Китай должен нести ответственность за распространение эпидемии. «Мы будем идти по правильному пути, даже если это не примет весь мир», – подчеркнула Крафт. В свою очередь, постоянный представитель Китая при ООН Чан Цзюнь обвинил Вашингтон в распространении вируса дезинформации, лжи и обмана. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что растущая зависимость Турции от Huawei и других китайских компаний может осложнить военное сотрудничество Вашингтона с Анкарой. Присутствие таких компаний усложняет задачу. Тот факт, что у нас в Турции хранится значительный объем данных, находящихся сейчас в руках представителей Коммунистической партии Китая, означает, что мы должны быть еще более осторожными, отметил госсекретарь. Huawei и ZTE в последние годы стали тяжеловесами в сфере телекоммуникаций в Турции, даже несмотря на то, что Помпео предупреждал других союзников по НАТО, что такое партнерство может вынудить американские войска уйти. Данный вопрос стал основной причиной накала обстановки на линии Анкара-Вашингтон. Под давлением США, считающих, что Huawei занимается шпионажем, доступ компании к проектам, связанным с общественной безопасностью в Британии и Германии, был ограничен. Европейский Союз отказывается признать Александра Лукашенко президентом Республики Беларусь. Соответствующее заявление по поводу так называемой инаугурации опубликовала в четверг, 24 сентября, пресс-служба Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Джозепа Борреля. Евросоюз вновь заявляет, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Европейский Союз не признает их сфальсифицированных результатов. Исходя из этого, так называемая инаугурация 23 сентября 2020 года и новый мандат, заявленный Александром Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности, подчеркивается в документе. Накануне Лукашенко вступил в должность президента республики, это его 6-й срок. По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах он набрал 80,1 голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская получила 10,12%.